Сегодня я хотел бы проповедовать на тему, и вас так сегодня много, вы, наверное, как прочитали вчера, наверное, «Побег из тюрьмы на законных основаниях». Думаете, интересно, да? Название. И сразу такие, ну, завтра я точно пойду. Интересно, наверное, будет. Но я вам советую не ходить на человека. Лучше ходить в церковь к Иисусу, прилепляться к Нему. Кто бы ни стоял за кафедрой, Бог всегда может проговорить через любого человека, через самого немощного, через самого незначащего. Он может проговорить нашу жизнь, и чтобы наше сердце было открыто. Я давно хотел проповедовать на эту тему, и не из-за того, что я бывший зэк, но теперь я брат во Христе. Вот, и я смотрел, раньше любил смотреть фильмы, и «Побег из Шоушенка», наверное, кто-то смотрел, может, кто-то из вас. Мне очень нравился этот фильм. Правда, он не получил ни одного «Оскара», хотя его 7 номинаций было, но ни одну номинацию не дали. Вот, дали там другим фильмам. Вот. Но сегодня не об этом. У нас побег из тюрьмы – очень важная тема, потому что существует очень много вещей, которые могут нас поработить. И мы, находясь здесь, кажется, на свободе, на самом деле мы, многие, находимся в тюрьме, в духовной тюрьме. И как Макаревич пел, дьявол, он дергает за нитки нас, а мы как марионетки становимся. И чтобы мы такими не стали, Бог пришел в нашу жизнь и изменил нашу жизнь. И знаете, что нас может управлять? Дьявол нами может управлять через нас, через наши эмоции. Через гнев, через горечь, через какие-то беспокойства, через разочарование. И мы сидим в этой тюрьме, в этой клетке. Не замечаем, мы пришли, Бог освободил нас. Он говорит в Луки 14, 18, Он говорит: «Дух Господень на мне, ибо я помазал тебя благовествовать нищим и послал тебя исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И Он говорит: я пришел вас освободить. И Он пришел в нашу жизнь, и Он освободил. Можно платочек, Танечка? И мы сидели в такой тьме. Мы сидели в тюрьме. Страшно, правда? Страшно. Вот так, если ночью кто-то придет к тебе, и мы сидим в тюрьме в этой. И Бог пришел к нам. И Он говорит: Дух Господень на мне. И Он пришел, чтобы мы были свободны, чтобы освободить нас, чтобы нас вывести из этого плена, в котором мы сидим. Но интересно, что через некоторое время мы возвращаемся обратно в эту тюрьму. Нам так нравится сидеть в тюрьме. Я сидел 2 срока. И я думал, что я пойду на 3-й. Я мечтал об этом. Потому что, знаете, выйдя в этот мир, ты ничего не умеешь. Ты никогда не работал. Ты не заточен жить с такими людьми, которые здесь в миру. Ты заточен жить в этой тюрьме. И когда ты освобождаешься, тебе все твои братки, все твои друзья, они тебе говорят: ну, до скорого прихода мы тебе дешкомку приготовим. Ой, все будет приготовлено, наш дядька. Знаете, и так же мы. Мы не хотим. Придя к Богу, Он говорит: я вас освободил, я вас из плена, все оковы разбил, все греха. Но нам нравится, нам комфортно в эту тюрьму возвращаться, нам нравится гневаться, нам нравится кого-то оскорблять, нам нравится обижаться, нам нравится сплетни говорить, злоречие про кого-то говорить. Нам это так нравится, и мы возвращаемся обратно в эту тюрьму. Хотя Господь говорит: я освободил вас, я дал вам свободу. Когда Он пришел, Иисус, к иудеям, уверовавшим в Него, и Он сегодня, придя к вам,
Он говорит вам, вы уверовали в Него, и Он говорит вам, если вы пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И познаете эту истину, и эта истина освободит вас. Познаете. Просто знать Иисуса – это просто знать. Информация, знаете, просто можно знать. Но познать – это более глубокое. Познаете эту истину, познаете Иисуса. Когда мы пойдем в библейскую школу, когда мы будем на библейских курсах учиться, когда мы будем читать это слово, вас библейская курсы все равно не изменит, если вы не будете продолжать пребывать в этом слове. Если вы не будете молиться, не будете познавать Его, не просто знать, да я знаю про Иисуса, да я знаю про церковь, да я знаю, да мало знать, надо познать. Он говорит, познайте эту истину. И эта истина, она станет моей. Она внутри нас живет, потому что Дух Святой пришел и внутри меня живет. И эту истину, когда я читаю, то Дух Святой меня обличает, и я понимаю, я должен выйти из этой тюрьмы и жить так, как говорит это слово. Я не только сам должен освободиться, но я также должен этой истиной влиять на свою семью, на своих детей, когда они смотрят, когда они видят. И я не такой идеальный, может, муж и отец, но я стремлюсь к этому, я понимаю. И когда я о чем-то ошибаюсь, я бегу и прошу прощения, простите меня. Дети знают, я прошу прощения. Для меня это не трудно. Потому что Дух Святой, Он живет во мне. 2 Коринфянам 3:17 говорится, Господь есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. Господь есть Дух, и Он живет внутри нас. И где Дух Господень, там свобода. Там нету рабства. Там нету рабства. Я свободен. Знаете, когда бабочка, когда летает, мы думаем, какая красота, такие красивые, их так много, они все разные. Но вначале бабочки откладывают яйца. Потом через этих яиц выходит гусеница, и она ползает, страшненькая такая. Потом она оболачивается в кокон и пребывает там какое-то время. Происходит борьба, духовная борьба внутри. И потом она превращается в красивую бабочку. И Бог хочет, чтобы мы действительно жили так, в этой свободе. И существует 5 движений. 5 движений, которые нам нужно совершать. Чтобы в сотрудничестве с Духом Святым мы могли изменяться. И первое – это от отрицания к исповеданию. Вот Игорь знает, если алкоголик не признает, я сам был алкоголиком, если алкоголик от отрицания к исповеданию, алкоголик, он никогда не скажет, я алкоголик. Я никогда так не признавал. Когда мне кто-то говорил, ты алкоголик? Я говорил, нет. Я в любой момент могу бросить пить. В любой момент. Я всегда начинал. После Нового года, после дня рождения, я всегда ставил условия, что я брошу пить. Но я никогда не бросал пить. Я это делал раз за разом. И пил месяцами. Безостановочно. Первое, это нужно признать от отрицания к исповеданию. 1 Иоанна можем открыть. 1 Иоанна и прочитаем. 1 Иоанна, от Иоанна 1, да? Будем прочитать 9 и 10 стих прочитаем. 9 и 10. Здесь написано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и Слова Его нет в нас. Слова Его нет в нас. Нету там Слова. Вот эту истину мы не познали тогда. Если истина внутри нас, это Слово Божье живет, оно действует. Оно ведет тебя куда?
покаянию. Оно ведет тебя к исповеданию этих грехов, признанию, что да, я гневаюсь очень, да, я очень обижаюсь, да, я очень завистливый человек, завидую соседям, завидую этим братьям и сестрам, у которого Ландкраузер, а у меня Toyota Wish. Нужно быть честным, настолько честным с Богом, самим собой и с людьми. Честными. Нужно нам быть честными. Прежде всего, с Богом и самим собой. И тогда ты с людьми будешь честным. Ты не будешь тогда... Кто-то дергает за нитки, да? А лица у них какие? Улыбки. Натянутые, потому что дьявол дергает, плоть твоя дергает за нитки. И ты как марионетка. А мы дети, свободные дети. И вот это первое. Второе, от оправдания к ответственности. 1 Коринфянам откроем. 1 Коринфянам 13 глава. 1 Коринфянам 13 глава. От оправдания к ответственности. Не 1, 2 Коринфянам. Извиняюсь, 2 Коринфянам. 2 Коринфянам 13. Я что-то неправильно написал, что ли? Нет, что-то не то. Первое, как правильно. 1 Коринфянам. 13, да, 13, нет, что-то не то я что-то... Да, когда я был младенцем, то по-младенчески мыслил, да, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенчество. Дети, они когда маленькие, они все время кого-нибудь обвиняют. Когда мои дети маленькие были, они все время друг друга, а это Дарина, а это Девора, а это Веня. Это он сделал, кто здесь так сделал, а это он. Друг на друга. И мы также друг на друга. Если мы младенцы, мы на друг друга. Почему ты так сделал? Почему ты так поступил? Ну, потому что это вот сестра мне это так сказала, а это вот она так себя ведет. Почему ты так делаешь? Почему ты так поступаешь? Ну, а почему она так поступает? Вот мы как дети маленькие, песочницы, играем и друг другу песок в глаза или машинкой по голове. Моя игрушка, отдай. Что говорю, отдай? Да нет. На тебе, царапну тебя хорошенько. И знаете, мы начинаем вот этими своими словами против друг друга. Вот. И люди, которые они в тюрьме, они постоянно вот так рассказывают. Вы сразу видите, когда к врачу приходишь, врач что говорит? Когда приходит к нашим детям, покажи язык. Язык показывает, смотрит на язык. И также ты, когда приходишь, когда люди, ты начинаешь общаться с человеком, давай что-нибудь расскажи. У человека только все один негатив. Что сделал тебе Бог в твоей жизни? Ничего не говорит, только говорит, как его обидели, как его кинули на работе, во встречах с друзьями, с близкими, там еще с кем-то. А один негатив только. Видно, диагноз сразу поставлен. Ты, конечно, ему не говоришь, ты больной там, и там на тебе лечиться надо. Но иногда нужно так сказать человеку. Иногда, если Дух Святой говорит, конечно. Если Дух Святой не говорит, и вот мы от оправданий начинаем, нам к ответственности нужно брать ответственность, но мы не берем эту ответственность. Третье, от независимости к сотрудничеству. Потому что мы в таком мире живем, у нас сейчас в интернете все есть. Все. Мы в интернете все забиваем и все видим. Психология, какая-то еще там, столько учений. Вообще полно. И даже верующие люди, видишь, сразу, когда трудная ситуация, когда если вот это беспокойство, сразу обращаются куда? Шаманам, к экстрасенсам. Вот хороший пример, да? И это нужно признать, и нужно исповедать это, и нужно от этого отречься, и нужно обратиться к Богу. И правильно, что у них были люди, да, которые смогли помочь. И интернет во всем нам помощник.
что да мне ни зачем, мне не нужны друзья, мне не нужны какие-то помощники, я сам все решу, я все сам порешу. Иакова 5:16. Откроем. Иакова 5:16. Иакова 5:16 написано: «Признавайтесь друг перед другом в поступках, молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведника». А мы скрываем факты, что где-то согрешили. Ошибки свои вообще не признаем. Мы такие умные, потому что, если что, мы сразу в интернет. В интернете все ответы. Сразу видно, что человек по интернету отвечает, что это не его откровение, это не его истина. Он не живет этим. Он по интернету просто знает, но не познал то, что нужно познать и жить так. Когда ты познаешь, ты стремишься жить так. Ты просто стремишься, ты понимаешь, что тебе все Писание богодухновенно и полезно. Оно полезно настолько. Для чего? Для научения. Ты учишься, научение, потом она тебя учит, тебя тут же обличает, сразу обличает, и тут же исправляет, и тут же наставляет тебя в праведности. Сразу же тут происходит вот это с тобой. И тогда ты меняешься. И тогда у тебя не такая жизнь. Знаешь, потом удивляется. Знаете, вот я когда в Москве учился, там столько молодоженов, они их венчают. Потом через месяц приходит: разведите нас, ой, пожалуйста. Я даже не знала, что он такой. Ой, Господи, Боже. Везде носки там лежат, трусы там, и это там. Разведите нас. Ой, как, ой, Господи, он ноги не моет, оказывается. А что ты думал? Любовь, знаете, вот эта любовь проходит, чувство. Я имею к вам чувства. Чувства проходят, и бытовая жизнь начинается. Бытовая жизнь. Ладно, давайте. 4. От самодовольства к отчаянию. И вот, как я говорил, нам становится настолько комфортно вот в этой тюрьме, и она становится нашим домом. И вот хорошее место Писания покажу вам. И она кажется нам безопасным. Ну, маленько схожу там, давай выпьем немножечко. Никто не видит. Ну, никто же не видит. Знаешь, комфортно, ты привык так комфортно жить. Это ничего, внешнее это ничего. Мы от этого освобождаемся очень быстро. Но все происходит внутреннее, эмоциональные твои, вот эти изменения твои. Вот это зависть, беспокойство, гнев, злоречие, сплетни. Вот с этим бороться труднее всего. Потому что мысли твои скачут. Мои мысли, мои скакуны поскакали куда-то. Думаешь, куда я поскакал? Думаешь, как я там оказался? Вдруг ты такой хороший, прекрасный брат, служитель, и вдруг ты думаешь, как я здесь оказался? Мысли скачут. И с этим нужно бороться. Вот откроем Исход 8 главу. Очень хорошее место Писания насчет этого. Исход 8 глава. Хотел попить, ладно, потом. Так, 8 глава, и будем читать там с 8 по 10 стих. Вот когда вторая казнь пришла, лягушки когда пришли. И вот здесь очень интересный есть момент такой. «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал: помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего, и я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Спасибо, брат, большое. Моисей сказал фараону: назначь мне сам. Видишь, он мне говорит, сам назначь это время. Когда он говорит, помолитесь, жабы достали там, везде ползают. Он
И говорит, вот помолитесь. Моисей сказал фараону, назначь мне сам, когда помолиться, время, говорит, давай вот время, когда помолиться за тебя, и за рабов твоих, и за народ твой, и чтобы жабы исчезли у тебя, и в домах твоих, и остались только в реке. Он сказал завтра, слышите, он сказал завтра. Его, на, Игорь, возьми, пожалуйста. Он сказал завтра, вы слышите, его достали эти жабы. Нас эта жизнь достала, я не хочу так жить. Но давай я отложу до Нового года. До Нового года буду бухать. А после Нового года не буду. Ну, еще поматерюсь немного. Нравится мне для словца. Русский мат, такое слово, 3 слова. Знаешь, оставлю, и нравится людям. Завидовать нравится. Оставлю, потом брошу, после 26-м году брошу. Завтра. Врешь все ты, завтра ничего этого не произойдет. Зачем врать-то? Завтра изменишь. Жена спрашивает, когда ты изменишься, мой дорогой? Завтра. Когда ты прекратишь кричать на меня? Завтра. Тебя достало уже это, самого достало. А ты говоришь, все откладывай. И так откладывать. И ты замечаешь, на завтра, послезавтра, через месяц, через год. И смотрим, 20 лет живем, и все у нас завтра. Ты как завидовал, так и завидовал. Как орал, так и орал. Как матерился, так матерился. Как разочаровывался, так и разочаровывался. И продолжаешь так жить. Но мы не должны так жить, мы должны изменяться. 5. От литургии к бдительности. Вот мы находимся в духовной войне. Запомните, дорогие, у нас идет духовная борьба. Дьявол с Богом, они воюют за каждую душу. За каждую душу. За каждого из вас идет война. Вы не думайте, что вы уже все победители, я на троне по благодати и все. За каждого идет война. До самого конца. До его пришествия война будет идти. И нам нужно быть не спать, а нам нужно быть бдительными, быть готовыми. И в Галатам откроем, Галатам 5 главу, Галатам 5 глава. И там прочитаем. Галатам 5 глава. И 1 стих. Итак, стойте, слышите, стойте в свободе. Вот Иисус, Он пришел, Он говорит, освободил тебя от этого вот, от всей темноты, от этой тюрьмы. Вот от этой тюрьмы Он тебя освободил. Ты сидел, Он говорит, Дух Господень на мне. Ибо помазал мне благовествовать нищим. Тебе благовестие пришло, кто-то благовествовал, у тебя глаза немного открылись. И послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, чтобы ты мог видеть, чтобы ты мог освободиться от этого, что ты раньше не видел. Ты творил это и не видел. Бил свою жену. Есть такие? Нету таких, слава Богу. Кто кричал, кто пил, кто кому поджигал. Знаете, есть. В церковь приходит и говорит, я его завидовал ему, гараж ему поджег. Дьявол толкает так, потому что ты слепой, ты не видишь. У тебя зависть настолько, что ты готов хоть что поджигать. И даже не думаешь, что там дети могут быть. Там невинные люди живут. Он говорит, стойте в этой свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Мы не должны подвигаться этому игу рабства опять, снова и снова. Вы знаете, когда была в Америке гражданская война, там воевали, да, юг и север воевали друг с другом, и тогда они 1861 по 65 год они воевали, и Авраам Линкольн, он принял решение, что негры у них были, да, эти темнокожие,
принял решение, что дать им свободу, потому что они в рабстве находились. И они приняли решение, и это решение начало работать через 100 лет. Они приняли это решение в 1865 году, а оно начало работать в 1965. И то, когда восстал Мартин Кинг, да, он когда восстал, когда он стал говорить об этом, провозглашать это в Америке, в 60-х годах, 50-х, он начал говорить об этом, что документ де юра есть, де факто оно не действует. И также мы, де факто он уже все сделал на кресте, но мы вот этим законом, на законных основаниях мы должны совершить этот побег из этой тюрьмы, в которой мы сидим, мы должны завершить. Де-факто он уже это сделал, не де-юра. Он уже это совершил на кресте, он даровал нам эту свободу. И он говорит, стойте в этой свободе, стойте в этой свободе, чтобы эта истина сделала вас свободными, вас свободными. Знаете, я хотел бы немного вот поговорить. У нас время сколько? 38? Угу. Да, я бы немного хотел бы о тюрьме беспокойства поговорить. Тюрьме беспокойства. Она очень важная, эта тема, знаете, потому что в наш век мы беспокоимся. Очень часто вот эта тюрьма встречается. Что нас беспокоит? Вот смотрите, финансы нас беспокоят? Беспокоит. На что нам кушать, что нам платить, счета, квартиры. Что нас беспокоит? Здоровье нас беспокоит? Беспокоит. Что нас еще беспокоит? Цены беспокоят. Бензин растет. Беспокоит? Беспокоит. Все растет. Все. И нас это беспокойство всадит в тюрьму. Мы как в тюрьме сидим. Настолько беспокоимся, настолько суетимся, настолько бегаем, настолько погрязли в этом, что у нас некогда, говорит, у тебя есть время? Говорит, у меня проблемы. Я говорю, ты Библию читаешь? У меня времени совсем сох. Как нету времени? Вообще нету. 10 минут нету почитать. Я говорю, 10 минут. Вот я вам почитаю 3 главы в день за 10 минут. 10 минут нету почитать Библию? Нету. А утром зубы чистить есть время? Есть. Покушать есть. Боевой раскрас сделать есть? Есть. Все есть. Сколько уходит на это время? Час? А для царей нету времени. 10 минут нету для царя-царей. Хотя бы 5 минут для царя-царей нету времени 5 минут уделить в этой истине, побыть 5 минут, чтобы ты понял, и эта истина стала твоей, чтобы ты стал так жить и поступать. Тебе нужно, знаете, сколько это? Читать, и 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 твои мозги начнут меняться, твое мировоззрение поменяется, твой взгляд на людей поменяется, твое мышление начнет меняться, твое сердце станет широким, и ты будешь знать, что нужно будет прощать людей, любить людей. Как бы ни было, как бы ты эмоционально не поступил в этой ситуации, ты должен пойти и позвонить этому человеку. Или, просто послание короткое. Ободрить этого человека, сказать об этому человеку. Мы настолько переживаем, когда мы переживаем, мы начинаем страдать. Вот сестра рассказывала, да, свидетельство. Страдать, мучения начинаются. И цепляемся за все. За соломинку любую сыпемся. Как в той песне «Держи меня, соломинкой, держи», да?
Она не будет тебя соломинкой это держать. Когда трудная ситуация, нам нужно сразу к Богу бежать. За Бога цепляться, сразу искать Его в Слове. Сразу молиться. Слава Богу, что сестры, братья, вы так поднялись и так ободрили, так молились. Такое мощное свидетельство, в общем, скажу. Вообще, прямо я сидел, мне внутри прямо так, такое мощное. Что братья, они все приехали, сразу все стали в проломе, стали в молитве молиться. Начали взывать Богу, и Бог все показал. Бог все покажет. Когда мы так взываем, чем больше мы беспокоимся, тем больше мы волнуемся. Мы теряем покой. И даже мы кушать не хотим, ничего не хотим. Первое, давайте мы рассмотрим вот 4 действия, которые есть практически. Как перестать беспокоиться? Я это применял в своей жизни, потому что я такой беспокойный был. Хотя один вроде жил, всю жизнь, до 46, вот Танечку пока не встретил, 46. Такой беспокойный был, беспокойная моя душа. Танцевал и пел, и плясал. Но когда ты начинаешь работать с этим, тогда это приходит. Первое. Нам нужно выяснить причину своих тревог. Просто возьмите, я брал и писал на листке бумаги. За что я так беспокоюсь очень? Я просто писал на листке, все выписал свои беспокойства и читал их. Потом посмотрите, я скажу. Все читал вот эти свои беспокойства. Столько беспокойства у меня было. Знаете. Нам нужно первое это выяснить. Написать просто, за что и почему я беспокоюсь. Просто напишите и посмотрите, и поразмышляйте. Просто посидите и поразмышляйте. Через призму Писания. Что Писание говорит об этом? Что Писание об этом говорит? Да? Знаете, я читал или где-то в проповеди слышал, но я записал это. Пример. Было проведено исследование проблем, людей, которые больше всего беспокоят. Чего беспокоит людей? И люди пришли к выводу, знаете, вот, статистика вот это все, это со всех уголков мира взяли. И вот к чему пришли. Что из 100% к выводу 40% того, что нас беспокоит, 40% того, что нас беспокоит, никогда не произойдет, поскольку это просто невозможно. Не происходит. Мы сами себе накручиваем, надумываем, столько много, 40%. 33% беспокойных мыслей связано с прошлым. Все это уже было. Ты ничего не можешь с этим сделать. Все. Оставь это, выйди с этой тюрьмы. Ты ничего не можешь сделать, а ты сидишь, и все прошлое. Вот там меня обидели, там меня бросили, там мне что-то сделали, там мне не додали. И сидим в этой тюрьме. Нам нужно оставить это прошлое. Оно грязное. Это помойка. Бог говорит, я взял это, вот так, взял эту всю грязь, вот так взял и все, вот так, за хребет там в псалмах написано, вот так кинул туда. Все, это помойка. Зачем мы возвращаемся и опять эту помойку? Вот что там, вот меня там, вот Катенька там, вот это, Олежка там, вот это делал. И копаемся, там воняет. Мы копаемся там. Что тебе там 30 лет назад, что с тобой произошло, там, что люди тебе сделали, зачем? Вот это было 33%. Нам нужно это оставить. А люди продолжают беспокоиться. 10% тревог, беспокойств ничтожно малы по своей значимости. Это сущие пустяки. Они настолько незначительные, что ничего собой не представляют. 12% связаны со здоровьем. И это еще ухудшает здоровье. Чем больше ты беспокоишься, чем
Нам нужно анализировать, это совсем другое, анализировать и правильно питаться, заниматься спортом. Нам нужно приложить какие-то усилия к этому, а не беспокоиться, бегать за какими-то БАДами там. Нам нужно проанализировать, сесть, проанализировать. Почему так со мной? Почему Олег Иванович такой большой живот? Да, займись этим. Проанализировать нужно. Оно мешает сердцу работать, сердцем проблемы там, с печенью жировая, да, там, и вот и камни там. Что ты беспокоишься об этом? Ты займись-ка. Пример есть братьев, да, которые занимаются. Вот. Итого сколько процентов? 40, 33, 73, 83, 95%, знаете, набрали 95%, все напрасно. Оставшиеся 5%, вот это 5%, да, это вот реальные действия, на которые ты должен подействовать. Простой пример. Иисус вот, пишет, читайте, откроем Матвея 6 главу, от Матвея 6 глава, и прочитаем там Матвея 6 глава, с 25 по 34. Здесь написано, Иисус говорит нам, Он не зря об этом говорил. Он говорит, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на локоть, и об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль паче вас, маловеры, и так не заботьтесь, и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого и ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем. Он знает. Он обеспечит, но нам нужно не лениться, нам, конечно, нужно трудиться, не заботиться на печи лежать. Да нет, я не об этом говорю. Ищите прежде Царство Божие. Вот что нужно искать? Царство Божие, Иисуса искать Его, Слово Его, Его истины искать, Его Духа, чтобы Духом наполняться. Исполняться этим Духом, не просто Словом, и Духом, чтобы у тебя было два крыла также, чтобы это сухо не было. Но чтобы это слово было живо и действенно. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Ясно, четко, понятно. Иисус говорит об этом. Поэтому выпишите свои заботы. Просто проанализируйте. Второе, возьмитесь за свои вот эти тревоги, да? Начинайте что-то делать с этим беспокойством. Что я могу сделать? Вот как задачу решать. Что я могу с этим сделать? Что тебе не решается, зачеркни, выкини его. Что решается, решай. Это всегда в трудной ситуации, ты часто очень попадаем. Мы часто резко вдруг попадаем. Мы зимой едем на машине, несколько раз так было. Но вот последний раз мы с Сашей Пшенниковым ездили, когда зимой едем на машине, 50 километров ехать, все, бензину. Я ему говорил, заправляемся здесь. Он не слушает, нет. Да нет, нам хватит бензину. Я говорю, заправляемся здесь, Саша. Нет. Поехали. Все, бензин, все, 50 километров до заправки. И что? Зимой.
И я начинаю, я понимаю внутри, я начинаю, просто у меня включается вот этот двигатель. И я начинаю, Сава сразу подключился к источнику, к нему подключился. Саша сразу начинает действовать. Он сразу понимает, надо держать, он же водитель, он понимает, надо держать скорость на одном уровне, не газовать, ничего. И он едет так. И мы ровно доезжаем до заправки, ровно. Бензин кончается, мы ровно до заправки доезжаем. Нам нужно что-то делать, нам нужно молиться, не заботиться, нам нужно обращаться к Богу, молиться к Нему. Если на домашнюю группу не хочет, нам что нужно, мы начинаем беспокоиться, вот не ходит уже неделю, а ты звонил. Да нет. А что беспокойся? Позвони, просто позвони. Алёш, как твои дела, как со своим здоровьем? Что случилось? Может, помолиться надо там, что-то. Зачем просто беспокоиться? Нам нужно действовать иногда, что-то делать. И будем скоро заканчивать. Третье. Нам нужно обратиться к Богу с молитвой. Нет, довериться Богу, да, третье, доверьтесь, да. Третье, довериться Богу. Притчи откроем, 3 главу, притча 3 глава. Притча 3 глава. Открываем и будем читать 5 и 6 стих. Здесь написано. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Видишь, надейся на разум начинает твой. Когда ты заботишься, стреляет и все. И мысли всякие приходят. Дьявол может сразу туда подкинуть что-нибудь. Знаешь, в эту топку дьявол моментально, он тут же рядом. Он сразу тебе начинает, вот как сестра говорила, куда они там думают, и к экстрасенсу сразу же, дьявол подкидывает сразу к экстрасенсу. И начинается вот это. Не заботьтесь, да, не полагайтесь на разум свой. Во всех путях твоих познавай его. Видишь, познавай, не просто знай, познавай его. И он направит стези твои. Он будет направлять тебя в твоей жизни. Он будет тебя вести этой дорогой. Четвертое. Обратитесь к Богу с молитвой. Филиппийцам. Как сделали так же, да, сестры? Они сразу же обратились к Богу. Богу с молитвой. Филиппийцам 4 глава, будем читать 6-7 стих. Не заботьтесь ни о чем, но всегда, видите, всегда в молитве мы должны запомнить об этом. На всю свою оставшуюся жизнь мы должны запомнить, на всю оставшуюся жизнь. Всегда в молитве обращаться к Нему. Всегда. Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении не заботьтесь ни о чем. Не путайтесь с чем, что нам нужно. Нам есть разум. Если мои дети пойдут в дождь, разве я не позабочусь и не дам им зонтика? Нам нужен, у нас есть разум, у нас есть здравость. Это не говорит, что выключите и все, и живите вот духом одним. Нет, у нас есть мозги, мы должны включить, мы должны позаботиться. Как сестра говорит, я все время забочусь, в районе она все время говорит, вот мы такой дом шикарный построили, вот я все, мне все снится, уже там все смотрю, что этот дом сгорел. Она уже сама себе накручивает это. Я говорю, позаботься, поставьте песок, поставьте воду здесь бочкой. Там вот это. Как это делают вот они, пожарники? Она, да. А я думал, вы помолитесь. Я помолюсь, конечно, но вы сделайте, позаботьтесь об этом. Нам же Господь дал мозги не для этого, чтобы мы просто так. И, видишь, не заботьтесь ни о чем, всегда в молитве и прошении с благодарением. С благодарением, видишь, благодарить.
Открывайте свои желания перед Богом и мир, свои желания перед Богом. Говорим об этом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Ясно, четко. Нам не нужно терять радости, нам нужно держаться за эту радость. Вот. И нам последнее местописание Матвея, опять вернемся в Матвея 6 главу, и будем заканчивать. Матвея. Будем молиться. Матвея 6 глава и 33 стих. Мы, когда в тюрьме беспокойств, мы фокусируемся, вот послушайте внимательно, когда мы находимся в тюрьме беспокойств, мы фокусируемся на себе. На себе. Поэтому у нас эти беспокойства не кончаются. Мы сосредоточены в этих беспокойствах на себе. Только о себе думаем. Здесь в Матвея 6 главе 33 стихе написано: «Ищите прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится к вам». Все остальное приложится к вам. И Бог даст вам и мужа, и хорошую семью, и хороших детей. Если не даст, Он будет с вами до скончания века. Он будет вашим мужем. Он будет заботиться о вас. Искать нужно прежде Царство Божье и Его правды. Его, не своей правды. Мы ищем, у нас проблемы, мы ищем свою правду. И хотим, и тыкаем друг другу, вот я прав. Или кому-то приходим, посреднику, и говорим: ну он, она же такая, он же такой. И тыкаем друг другу вот этой соринкой, а бревна своего не видим вообще в упор. Вот все беспокойства. И когда мы эти беспокойства, все заботы свои будем отдавать Богу с благодарением, с молитвой, молиться, доверять Ему, но иногда Он вам чего-то не даст. В моей жизни Он мне много чего не дал, чего я просил, но это было благословением для меня. Бог не дал мне это, потому что Он знал, что я уйду с этим. Потому что когда я у него просил: дай мне Ланд-Краузер, буду на миссию ездить. Бог говорит: ага, рассказывай. Сразу поедешь в ресторан, девочек красиво смотреть на Ланд-Краузере. Подожди. У жены есть Toyota Corona, старенькая, но хорошенькая. Езди пока на ней. А потом Toyota Wish. И ты рад? Я рад. Я благодарен Ему. Если надо, Он даст. Если не надо, мне не надо. Мне радует, что у меня есть Бог, у меня есть жена, у меня есть дети прекрасные, у меня есть Церковь Божья, у меня есть здесь друзья. Я этому настолько рад. Настолько благодарю Бога за это. Между прочим, потрясающая была проповедь Любовь Николаевны. Помните, да? Универсальная. Благодарить за все. За все благодарить. Как потрясающе вы проповедовали, Любовь Николаевна. Вам не надо компьютер. Вам нужно так становиться и проповедовать. Компьютер подарите кому-нибудь. Шутка, шутка, шутка. Вы классно действительно проповедовали. Очень классно.
это будораживает. Ты вроде знаешь и сидишь. Я это знаю, я это знаю. Простые вещи говорит. Но это настолько поднимает. За все благодарить. Воздавайте славу, хвалу Ему.